Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. В этом году профессиональный праздник выпадает на 23 июля. Однако праздничные мероприятия в Якутии стартовали уже 21 июля. Подробнее об этом и не только мы сегодня поговорим. У нас в студии Максим Карбушев, первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня 23 июля, да, как я сказала, День работника. Вот 21 и 22 июля уже прошли мероприятия. Вот что прошло, что удалось реализовать, какие вообще отклики получили от предпринимателей? Да, действительно, в этом году мы отошли от традиционного формата празднования известного праздника Дня торговли, Дня работников торговли и общественного питания, и разработали для предпринимателей достаточно обширную деловую программу. Она целую неделю у нас проходит. И начали мы, открыли деловую часть с Дней открытых дверей. Мы провели на базе нашего действующего центра «Мой бизнес» консультации для предпринимателей по всевозможным вопросам. В консультациях участвовали представители нашего министерства, наших институтов развития предпринимательства, Центра «Мой бизнес», Фонда развития предпринимательства, а также уполномоченные по защите прав предпринимателей, депутаты Государственного собрания ЛТУМЭН и также наши партнеры, это бизнес-консалтинговые компании, которые оказывают различные услуги. Ну, отклики достаточно хорошие, поток людей был, людей очень много интересовало налоговых вопросов, вопросов государственной поддержки, юридических вопросов, вопросов создания и развития туристического бизнеса. Ну и особый интерес также вызывала консультация по работе системы «Честный знак». В этом году мы на базе Центра «Мой бизнес» как раз открыли региональное представительство для предпринимателей и оказываем полный комплекс услуг по внедрению системы «Честного знака». Это консультации, обучение сотрудников и также рекомендации необходимого программного обеспечения и также техническая поддержка. Вот. Вчера также мы провели круглый стол по вопросам подготовки кадров для системы общественного питания. Это тоже актуальная для всех предпринимателей тема. Все рестораны, кафе, столовые говорят, что не хватает кадров, рабочих профессий, поэтому мы пригласили образовательные учреждения, Министерство образования, Государственный комитет по занятости населения, активных работодателей, которые работают по программам подготовки кадров и повышения квалификации кадров в сфере общественного питания, ну и поделились общими мнениями, какими-то проблемами, рекомендациями, кейсами, как все-таки, где искать кадры, как готовить кадры и насколько это важно. А что вот сегодня у нас в программе проходит? Почему, может быть, конкретно эти темы, которые вы озвучите, были выбраны? Одна из важных тем, которая сегодня будет в рамках круглого стола с бизнес-сообществом и муниципалитетами обсуждаться, это изменение федерального закона о нестационарной торговле. У нас в Республике Саха-Якутия достаточно большое количество нестационарных объектов, 829 таких павильонов находится на территории республики. Ну и важно предпринимателям знать, где они могут поставить тот или иной киоск, там, либо какой-то небольшой объект общественного питания, оказания услуг. Муниципалитеты при этом разрабатывают свои схемы размещения нестационарных торговых объектов. И именно на них основывается всегда предпринимательское сообщество. И в рамках изменений в федеральный закон произошло очень много дополнений. В частности, теперь в схему размещения НТО включаются не только муниципальные государственные земли, но и частные земли. То есть, если я владелец земельного участка и сдаю в аренду под установку павильонов, киосков земли, я тоже обязан войти в эту схему нестационарных торговых объектов. Тема очень актуальна, особенно в летний период, когда развиты сезонные услуги, сезонная торговля. Все это будет в рамках круглого стола обсуждаться, и, по сути, это как будет общественное слушание.
И наше министерство, как методолог, на основании этих рекомендаций, предложений, разработает методические рекомендации, которые обязаны будут муниципалитеты у себя соблюдать. Вот. И вторая тема, которую мы сегодня тоже будем обсуждать, это корпоративные закупки у малого и среднего бизнеса нашими крупными компаниями. Это тоже очень хорошая возможность для производителей, для торговых компаний расширить рынки, участвуя в корпоративных закупках по 223 федеральному закону. В рамках сегодняшнего семинара у нас будут представлены корпоративные закупки наших крупных угледобывающих компаний Южной Якутии. Максим Геннадьевич, а что насчет завтра? Что ждет предпринимателей уже в завтрашней программе? И почему вот вы выбрали, именно вот сделали акцент на взаимодействие ритейла с местными производителями? Ну, на самом деле, бренд «Сделано в Якутии» достаточно известный бренд. Наше население очень любит свою продукцию и с удовольствием ее покупает. Вот. И поэтому многие наши местные товаропроизводители заявляют определенные сложности, вопросы, как зайти вообще в ритейл, как представить свою продукцию на полках наших сетевых, республиканских сетевых, городских сетевых или даже федеральных сетевых компаний. И поэтому мы пригласили все крупные компании, которые работают по реализации продуктов питания, товаров местного производства, сувенирной продукции. И они будут рассказывать нашим производителям, как зайти на их полки, с какими условиями, какие сложности, какие требования ритейл предоставляет. Ведь это очень хорошая возможность нашим местным товаропроизводителям выйти на рынок. Вот. И второе направление – это все-таки электронная торговля. Маркетплейсы сейчас занимают свое пространство, да, и также важно предпринимателям показать все подводные камни, сложности, но и преимущества работы с электронными торговыми площадками. У нас работают как федеральные маркетплейсы, так и наш региональный маркетплейс «Сделано в Якутии», который нашим центром «Мой бизнес» сопровождается, тоже достаточно пользуется большой популярностью как среди производителей местной продукции, так и покупателей из республики, из России и даже зарубежных стран. А что вот насчет статистики, цифр, вот как в целом сейчас выглядит ситуация именно в торговле и общепите в целом в республике? Может быть, какие тенденции вы видите и что вот эти цифры говорят о развитии именно малого бизнеса? Да, торговля на самом деле всегда занимала преимущественное место в структуре малого и среднего предпринимательства. И на сегодня в сфере розничной и оптовой торговли у нас насчитывается почти 32,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. И более 4 тысяч предпринимателей заняты сферой общественного питания. Если по объемным показателям говорить, да, статистика, это более 420 миллиардов рублей годового оборота в розничной торговле и более 50 миллиардов рублей оборота в сфере общественного питания. По объему оборота в Дальневосточном федеральном округе республика занимает 4-е место по обороту торговли и 3-е место по обороту общественного питания. Тенденции, конечно, разные. Есть положительная динамика за счет ценового фактора, да, но в целом в сопоставимых ценах мы наблюдаем такое стабильное состояние. Есть, конечно, факторы и негативные, которые влияют на состояние местной торговли. Это, опять же, работа маркетплейсов и так далее. Они тоже оттягивают определенный потребительский спрос. Но в целом торговля всегда и будет, наверное, в ближайшие годы флагманом малого и среднего предпринимательства нашей республики по определенным объективным причинам. А что вот касается поддержки участников СВО, да, вот есть проект «Свое дело-14», немножко расскажите, пожалуйста, про это, какие результаты вообще уже есть в этом году? Это образовательный проект, который мы запустили в прошлом году. В этом году уже мы провели 3-й поток. Это такой хороший образовательный интенсив для участников специальной военной операции и членов их семей. Образовательный проект реализуется центром «Мой бизнес» нашей республики, подведомственным нашим учреждением. Это 5-дневный интенсив, где участники погружаются не только в теоретические знания
как начать свое дело, как его вести. Ну и самое важное, практические навыки. Они посещают успешных предпринимателей, посещают мастер-классы, изучают все нюансы ведения того или иного бизнеса. И по результатам вот пятидневной работы интенсива они защищают свои бизнес-проекты и имеют возможность получить небольшую, но грантовую поддержку от спонсоров данного образовательного проекта. И, что самое важное, дальнейший годовой консалтинг от ведущих предпринимателей нашей республики, а также Центра «Мой бизнес» и нашего министерства. Каждый поток, это более 20 человек, отклики достаточно хорошие, у нас есть победители и те, которые не только защитили на бумаге свои проекты, но и уже их реализуют. А что насчет вот стажировок, да, для участников как раз-таки СВО? Вот именно на реальных производствах это вот уникальная же мера. Расскажите, как она вообще работает? Система стажировки участников специальной военной операции у нас реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Ежегодно 10 участников могут пройти стажировку в действующем бизнесе, то есть полностью погружаясь в методологию ведения того или иного бизнеса. Они работают с клиентами, они изучают технологию производства, к примеру, какой-то продукции, то есть полностью погружаясь и в технологию производства чего-то, и в технологию бизнес-процессов. И, конечно же, это дает очень хорошие возможности для того, чтобы начать заниматься своим делом, либо совершенствовать свой уже действующий бизнес. И действующие предприниматели достаточно с удовольствием делятся своими секретами, в том числе, да, своим опытом, как работать с клиентами, как заняться производством той или иной продукции, оказанием тех или иных. Может, есть пример какой-нибудь один уникальный? Ну, к примеру, туристическая компания «4 сезона» тоже очень активно использует этот механизм. Это семейный бизнес, который делится опытом, как организовать бизнес в сфере туризма в тайге. Да, у них есть небольшой комплекс в пригороде города Якутска, в лесу, да, и многие участники специальной военной операции к ним хотят попасть. Другое направление – это оказание тех же парикмахерских услуг. Есть тоже такая кейс уже готовый, где обучающие, стажируемые люди, они проходят стажировку и открывают свое дело в сфере парикмахерских услуг. И кратко, может, какая финансовая поддержка сейчас для них как раз-таки оказывается, да, что сегодня может вообще предложить участникам СВО именно Фонд развития предпринимательства по льготам? Да, Фонд развития предпринимательства – наш основной институт финансовой поддержки. Мы очень клиентоориентированное учреждение, и под запросы предпринимателей, да, начинающих предпринимателей всегда разрабатываются те или иные финансовые продукты. На сегодня работает программа «Старт», это для начинающих предпринимателей. К примеру, если начинающий предприниматель – это участник специальной военной операции или член их семей, размер займа составляет до 2 миллионов рублей, а ставка чисто символическая 1% годовых. Таких ставок нет нигде. Если же бизнес действующий, то ставки чуть повыше, но тоже не превышают 5-7% годовых. То есть это очень хорошая возможность на сегодня взять заемные средства для раскрутки своего бизнеса. И очень важное направление то, что Фонд развития предпринимательства может рефинансировать уже действующие банковские кредиты. Сейчас ведь ставка по коммерческим кредитам очень большая, более 20% годовых. Да? И поэтому предприниматель, имеющий такой коммерческий займ, может перекредитоваться в фонде под более дешевый процент. Спасибо, Максим Геннадьевич, что сегодня рассказали такую действительно подробную информацию. Надеюсь, до конца недели все проекты будут реализованы. Спасибо вам. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.